Уважаемые граждане России, обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами. Sebuah video baru saja dirilis di media sosial Telegram pada Minggu 24 Maret 2024 dan langsung menjadi sorotan publik. Pasalnya video tersebut merekam pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin usai serangan yang berlangsung di balai kota Krokus di wilayah Moskow. Vladimir Putin terlihat berpidato di depan warga Rusia dan menjelaskan beberapa poin tentang insiden kemarin. Ia menyatakan bahwa tanggal 24 Maret diperingati sebagai Hari Berkabung Nasional, di mana puluhan warga sipil yang tidak bersalah menjadi korban serangan kelompok penyerang yang membabi buta. Diketahui saat ini dokter sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawa para korban yang terluka imbas serangan tersebut. Tim medis akan melakukan segala kemungkinan untuk menyelamatkan nyawa orang yang terluka. Putin juga menambahkan kelompok penyerang balai kota Krokus telah ditemukan dan ditahan saat mereka bergerak menuju Ukraina, di mana jendela disiapkan di sisi Ukraina untuk melintasi perbatasan. Kelompok penyerang yang ditangkap sedang menghadapi hukuman dan dipastikan tidak akan memiliki masa depan. Atas insiden mengerikan yang terjadi kemarin, langkah-langkah perlindungan tambahan dari kelompok penyerang telah diberlakukan di Moskow dan wilayah lain. Di akhir, Putin mengecam semua pihak yang menjadi dalang dalam penyerangan kemarin dan akan mengidentifikasi serta menghukum semuanya. Семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура. В Москве и Подмосковье во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все 4 непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами. Повторю, следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления. Но уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом, международным терроризмом, со всеми его проявлениями. Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет.
Наш общий долг сейчас наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны, быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.